Такие большие накладки тоже очень редко встречаются. В основном поясные накладки бывают чуть меньшего размера. Украшения с рисунками большой хищной кошки и лошади с крыльями. Предположительно, Пегасом пополнили фонд музея краеведения республики. 8 артефактов с четкими формами. И, исходя из 3 ножек креплений на оборотной стороне, были элементами мужского поясного ремня. Все они, по первой оценке, изготовлены из серебра. Точную датировку мы не можем дать, но примерно где-то 13, 14, 15 век вот, разброс. Даже выставочный вид они имеют, их можно разглядеть, орнамент даже без лупы, без ничего. Поэтому большая удача, что они попали к нам в музей, они ушли куда-то на сторону. А ведь все к этому и шло. Драгоценности могли уйти с молотка кому угодно. Объявление об их продаже выставили на известном сайте бесплатных объявлений. Некий продавец предлагал купить артефакты за 35 тысяч рублей. Опять же, по информации из сети, драгоценные изделия были найдены в Сунжинском районе республики, близ сельского поселения Нестеровское. Все артефакты уникальны для музея. В экспозициях много элементов поясного мужского ремня, есть здесь и целые комплекты. Однако с такими рисунками поясных накладок хранители музея пока не сталкивались. Отсюда и их историческая ценность в разы выше для республики. В основном, если у нас встречаются поясные накладки с трилистником, и накладки с изображением животных, это всегда тоже интересно. У нас в коллекции именно с изображением крылатой лошади у нас нет в фондах. Хотя у нас большая разновидность поясных накладок встречается. И мы здесь видим элементы позолоты, то есть вставки из позолоты. Тоже это можно отнести уже и к драгметаллам. Самой даже видно, что здесь хорошее серебро, потому что на накладках почти нет патины. Это говорит о том, что это довольно хорошее серебро. И большая удача, что эти предметы попали к нам в музей. И мы наравне с другими поясными комплектами можем их выставить. Новые поясные элементы появятся на витринах музея примерно через 3 месяца. В среднем именно столько времени уходит на прием новых артефактов, их документальное оформление и внесение в единый реестр. Так что уже скоро любой посетитель сможет увидеть эти драгоценности. А черным копателям стоит задуматься. Прежде чем приступать к раскопкам и тем более выставлять найденные на продажу, эти действия незаконны и наказываются крупным штрафом, который в зависимости от тяжести преступлений может достигать до 10 миллионов рублей. Муслим Ганиев, Хасмагомед Байсигов, Новости 24.